В эфире новости расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября. В них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. За 2 дня в Алекминске бригады Якутской офтальмологической бригады провели 65 операций. В Нюрбинском районе готовятся к спортивным играм народов республики. Прошел обряд благословения флага игр. Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября. В них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Помимо выборов депутатов в Госдуму, в единый день голосования предполагается провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить около 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В числе этих кампаний пройдут выборы глав 11 регионов, из них 8 прямые, еще в 3 субъектах высших должностных лиц изберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов России планируется провести в 39 регионах. Строительство Ленского моста вышло в русло реки. Сейчас специалисты ведут дноуглубительные работы в точке установки кофердама. Окончание весеннего половодья на реке Лени открыло для строителей Ленского моста доступ к работам непосредственно в русле. Всего на строительстве мостового перехода планируется использовать до 15 судов разных классов. Особенности строительства Ленского моста, обусловленные климатом арктической зоны, требуют неординарных технологических решений и привлечения высококлассных специалистов. К примеру, в речной операции по выводу первого кофердама в русло реки было задействовано 120 человек. Подобного опыта еще не было в отечественном мостостроении. Более 38 тысяч тонн топлива доставила ГУП ЖКХ республики. Завоз топливных ресурсов идет в плановом режиме. На текущий момент отгружено 48 тысяч тонн угля, из которых до мест назначения доставлено 33 тысячи тонн. Так, запланированный объем угля в количестве 10 тысяч тонн полностью доставлен по реке Амге в производственный филиал ГУП ЖКХ. По реке Вилюй для обеспечения Нюрбинского ЖКХ прибыло 23 тысячи тонн твердого топлива. Для обеспечения котельных Анабарского и Булунского районах в пункт депонирования Сангар доставлено около 4000 тонн газоконденсатного топлива, которое будет перевезено в период арктической навигации. В Якутии стартовал навигационный период. Так, с 14 июня движение маломерных судов разрешено на водных объектах Абыйского и Устьянского районов. С 16 июня в Алаиховском, Анабарском, Булунском районах, за исключением залива Ниелова, где навигация будет открыта с 23 июля. В целях обеспечения безопасности граждан, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах, инспекторы Центра ГИМС регулярно проводят профилактические выезды по водным объектам республики и патрулирование. Именные ножи от главы республики вручили 3 ветеранам специальной военной операции в молодежном центре «Патриот». В ходе этой же торжественной церемонии 2 участникам СВО передали удостоверение о членстве в региональной ассоциации ветеранов. После награждения состоялась встреча с учащимися цифрового колледжа «Синергия», в рамках которой герои поделились со студентами своим опытом. В формате открытого диалога были обсуждены интересующие молодежь вопросы о важности любви к своей родине. Примечательно то, что вот в нашем молодежном центре «Патриот» это у нас почти еженедельное мероприятие, мы очень этому рады. Ребята вот приезжают, и главное то, что вот наше мероприятие лекционное своим примером дает молодежи много задавать вопросов нашим ветеранам. Вопросы тоже очень разные, поэтому ребята отвечают и на русском, и на якутском языке, поэтому свободно общаются с нашей молодежью. За 2 дня в Алекминске выездной бригадой Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы проведено 65 операций. Все успешно. Это большой плюс, ведь это значит, что этим людям нет необходимости выезжать в Якутск, получив необходимую помощь на месте. Более 60 операций провели врачи-офтальмологи в Алекминске. Выездные бригады ежегодно оперируют алекминчан. Благодаря слаженной работе десятки людей вновь видят мир ярким и полным красок. Вот как состояние? Нормальное.
правда, боялась, но ничего такого страшного оказалось. Да. Да. Хорошие врачи? Да, врачи хорошие. Приехало 2 хирурга, 2 медсестры. Работаем со вчерашнего дня. Вчера сделали 32 операции, сегодня сделали остальных 32. Операции идут хорошо, все по плану. В этом году получилось организовать приезд сельских жителей. У них не всегда получается попасть в центр к приезду бригады. Пациенты все чувствуют себя хорошо, выходят такие веселые, говорят, у нас прямо жизнь заиграла другими красками. Такие радостные, да, вот так. В числе тех, кого оперируют, только городские или со всего района? Да, в основном сельские, потому что навигация рано открылась и появилась возможность приехать. Отдаленность и трудодоступность порой доставляют хлопоты. Люди не могут обратиться за помощью своевременно. Слышала, что одна из операций была достаточно сложной. Бабушки, дедушки приехали из деревень, с дальних, и у них глаза немножко запущенные, и поэтому там потребовался специальный подход. Но все обошлось нормально. В целом все операции проведены благополучно. И самое главное, люди вновь обрели четкость зрения и способность видеть полноценно. Хорошо, а то бы так в Якутск, это накладно было бы. Я хотел в Якутск поехать до этого. Направление я хотел взять. А тут вовремя приехали с Якутска специалисты. И вот сегодня прооперировал левый глаз. А хорошо, что приезжают. Нужно ли вообще? Ну, конечно, нужно. Тем более с нашей транспортной схемой. То есть все это очень полезное, нужное дело. Так что молодцы офтальмологи. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Якутске в историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка, посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция рассказывает об истории российского театра, а также показывает богатство театрального искусства Якутии. На выставке представлены экспонаты из архивов театров республики, а также материалы о деятельности Союза театральных деятелей Якутии. Посетители смогут увидеть мультимедийные стены, сенсорные экраны и виртуальные книги с редкими материалами о театре. Современные технологии помогут гостям ближе познакомиться с историей и выдающимися деятелями сцены. Выставка продлится до конца августа, вход для посетителей бесплатный. Особенность нашей выставки в том, что, наверное, мы одни из немногих, кто совместно с Союзом театральных деятелей Якутии, с Министерством культуры и духовного развития, с нашими театральными деятелями, театрами смогли в эту выставку добавить контент по истории развития театра Якутии, о наших выдающихся деятелях театра, о наших театрах, их истории отдельных театров. В Кызыл-Сыре Вилюйского района впервые за существование поселка состоялся масштабный национальный праздник Исэх в Кызыл-Сыре «Единство, культура, наследие». Мероприятие прошло в честь 65-летия поселка, который начинался как база нефтегазоразведчиков и стал центром газодобычи. Театрализованная постановка «Кызыл-Сыр. От легенды до современности» символизировала основание и развитие поселка, когда первопроходцы поселились на высоком берегу Вилюя. Мероприятие привлекло внимание не только местных жителей, но и многочисленных гостей, что свидетельствует о его значимости и высоком уровне организации. Такой очень дружный поселок был. Были концерты, были разные праздники, спортивные мероприятия, субботники. Поэтому жилось нам тогда хорошо. Поэтому всех поздравляю с юбилеем нашего дорогого поселка Кызыл-Сыр. Считаю, что это самый замечательный поселок. И вообще Якутия – это моя родина. Хотя я сейчас живу в Москве, но сюда приезжаю с удовольствием. И с тоской, и с ностальгией всегда вспоминаю о родном поселке, о родной Якутии. Всем привет и всем здоровья! Наслежный Исэх в селе Синск Хангласского Луса в этом году посвятили большой исторической дате. 265 лет со дня рождения выдающегося земляка Ильи Шадрина. В историю Якутии он вошел как грамотный кангаласский князь, удостоенный аудиенции сразу у 3 российских императоров. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Илья Шадрин родился в середине XVIII века в Мальжигарском наследии. Еще с юношеских лет он проявил себя как сильный лидер, стал улусным головой и за свою жизнь успел побывать на приеме
у 3 царских особ – Екатерины II, Павла I и Александра I. Историческую встречу земляка с Александром I воссоздали на Исыхе в Синске. Роли примерили на себя простые сельчане. За то, что сохранили эту дружбу. Человек, который заходит на прием к императору, а там у них по регламенту 15 минут, а он там с ними сидит по 3-4 часа. И за все это время он рассказывает о Якутии, о народе Якутии. Одно из главных достижений Ильи Шадрина – открытие первой школы для якутских детей, где за счет казны мальчиков из разных сословий учили русской грамоте. Фактически это дало мощный толчок развитию якутской интеллигенции. Эти и многие другие факты обнаружили прямые потомки Шадрина – сестры Галина Шадрина и Юлия Дичкова. О своем родстве они узнали случайно в 2002 году. С тех пор они изучили кучу архивных материалов и сегодня делают все, чтобы сохранить наследие своего прародителя. Это уже у нас второй юбилейный ИСЭХ, а первый юбилейный ИСЭХ прошел 5 лет тому назад. В честь того юбилея была установлена серьга, вокруг которого сегодня прошел алгыс данного сегодняшнего ИСЭХа. Памятные мероприятия в честь Ильи Шадрина проходят в течение года. Уже состоялись презентация книги о нем, краеведческий фестиваль, лекции с участием общественности и школьников и летняя экспедиция по следам предков. Финальную точку в юбилейном марафоне поставит круглый стол в Государственном собрании Илтумен. И то, что сегодня ИСЭХ посвящен одному из легендарных личностей Хангаласского улуса, Илье Максимовичу Шадрину, это говорит о том, что мы свято чтим своих предков, помним своих отцов, дедов и берем с них пример. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Подготовка к проведению в 2027 году в Нюрбинском районе спортивных игр народов республики идет полным ходом. В местности Сатта был организован обряд благословения флага предстоящих игр. Традиционный якутский обряд Алгыс провела Алгысчит, народный целитель Алиса Иннокентьева. Есть поверье, что гора обладает необычной силой, которая очищает, исцеляет и придает силу. В мероприятии также присутствовал официальный символ главного спортивного события – сокол. По словам организаторов, этот образ отражает дух игр, спорт и культуру Нюрбы. Игры народов Якутии состоятся с 7 по 11 июля следующего года. Идея акции заключается в том, что флаг игр, стартовав с местности Сата, должен побывать во всех точках мира. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках.